Добрый день. Меня зовут Нарап Роман Игоревич. Я руководитель Коми-регионального общественного учреждения по защите прав потребителей и доверия. И сегодня мы будем с вами говорить о еще одной важной части закона о защите прав потребителей, от правоотношений в данной области. Это защита прав потребителей при договорах выполнения услуг, выполнения работ, оказания услуг и им подобным. В чем данные правоотношения принципиально отличаются от правоотношений и защиты прав потребителей по договору купли-продажи? В том, что здесь мы не покупаем готовую продукцию. Здесь же мы заключаем договор, предметом которого является изготовление чего-либо. То есть это может быть пошив одежды, это может быть изготовление мебели под заказ по вашим индивидуальным размерам. Но в том числе в эти правоотношения также входит и оказание услуг, будь то осуществление ремонта бытовой техники, автомобилей, жилых помещений. Соответственно, исходя из особенностей предмета данного договора, имеются определенные нюансы. Опять же, коснемся того, что нам необходимо помнить при заключении этих договоров, что должно быть, на что надо обращать внимание. Здесь обязательно должен быть указан предмет договора. То есть, если мы хотим, чтобы исполнитель сделал нам ремонт в жилом помещении, соответственно, мы должны указывать и место проведения этого ремонта, и весь объем услуг или работ, которые исполнитель обязуется выполнить. Помимо этого, необходимо также, чтобы была указана стоимость работ, либо оказания услуг, и как минимум сроки их выполнения. При том, что здесь обращу внимание на то, что сроки желательно указывать не просто конечной датой, то есть выполнить работу до 01.05.2022 года, а выполнить работу с такого-то периода по такой-то период. Почему это важно, об этом я чуть дальше коснусь, чуть дальше разъясню. Соответственно, заключили мы с вами договор и начали сталкиваться с определенными проблемами. Какие они могут быть? Самая распространенная проблема, наиболее частое, что мы можем видеть, это невыполнение сроков. Когда мы хотим увидеть результат к определенному дню, этот день наступает, а какого-то общего итога еще и нет, и может быть даже не видно. В этом случае у вас, как у потребителя, есть несколько вариантов развития дальнейших событий, несколько путей решения данной проблемы. Самый простой и безобидный, так скажем, для потребителя и для исполнителя – это установление новых сроков. То есть, когда вы видите, что контрагент не уложился или не укладывается в установленные договором сроки, то вы, соответственно, назначаете ему новую дату, к которой работа должна быть выполнена. Это достаточно компромиссный вариант, и рассматривать его можно только, наверное, в том случае, если вы
уверены в изготовителе, в исполнителе и не видите альтернативы для себя. Далее, что вы можете сделать? Вы можете отказаться от исполнения работ данным контрагентом и обратиться к третьим лицам, чтобы они доделали то, что уже было сделано, если что-то делалось вообще. Либо же продолжить выполнение данной работы своими силами. Вариант достаточно сложный в той части, что необходимо четко фиксировать весь объем выполненных работ первым контрагентом и те объемы работ, которые сделали за него, скажем, третьи лица. Почему это необходимо? Потому что вы в дальнейшем вправе потребовать у вашего контрагента возмещения ваших расходов на исполнение работ этими самыми третьими лицами, которые доделывали работу за него. И вот здесь-то зачастую встречаются конфликты, связанные с тем, что первоначальный исполнитель завышает объем работ, который он сделал. Поэтому перед тем, как подходить к вопросу расторжения первоначального договора и обращению к третьим лицам, необходимо либо с первым контрагентом зафиксировать письменно, документально тот объем работ, который он успел выполнить, либо же непосредственно перед выполнением работ этими своими третьими лицами с их помощью вы должны составить акт. Допустим, если это ремонт жилого помещения, соответственно, в акте должны быть указаны, в каком состоянии эти третьи лица приступают к выполнению работ, что уже было сделано, чего сделано не было, что сделано частично. И обязательно подготовить смету, чтобы в ней были отражены все необходимые работы, которые необходимо выполнить. Соответственно, есть еще один возможный вариант развития событий, когда вы соглашаетесь с тем, что первоначальный контрагент продолжает выполнять работу, но вследствие невыполнения ее к определенному сроку он уменьшает стоимость своих услуг, стоимость работ. То есть так называемое соразмерное уменьшение цены работы. Этот вариант связан в первую очередь с необходимостью общения с вашим контрагентом, поскольку в любом случае мы действуем изначально в рамках досудебного урегулирования спора, с тем, чтобы по возможности найти с ним какой-то компромисс в части того, что какой процент от стоимости работ ваш контрагент готов снизить, ну и, соответственно, готовы ли вы на снижение именно этой суммы, либо же хотите, чтобы сумма была снижена чуть больше или значительно больше, в зависимости от ситуации. Здесь следует отметить, что в любом случае, независимо от того, какой путь вы для себя выберете, вы имеете право на взыскание убытков, которые возникли вследствие действий вашего контрагента. Здесь могут быть какие-то недоделки, излишнее расходование материала, который был представлен для выполнения работ. Выполнение работ с отступлением от условий договора. Либо же, в общем-то, в целом некачественное выполнение работы, либо в части, либо в целом. В начале нашей беседы я коснулся необходимости фиксации
срока и начала, и конца работы. Для чего это необходимо? На практике сталкиваемся с ситуациями, когда исполнитель не только не успевает закончить работу в установленный договором срок, но и приступает к ним значительно позднее. В случае, если вы письменно зафиксируете период выполнения работ, и ваш контрагент не вовремя начнет их выполнение, в этом случае, помимо иных требований в части возмещения убытков, взыскания неустойки за нарушение срока окончания работ, вы можете также потребовать выплаты неустойки за нарушение срока начала работ. В целом, этот инструмент достаточно важный для достижения целей потребителя в части получения максимально качественных услуг, поэтому пренебрегать им также не стоит. Что касаемо неустойки, поскольку это отдельный раздел Закона о защите прав потребителей, здесь установлена иная неустойка, о которой я ранее касался. Эта неустойка составляет 3% от стоимости работ выполнения услуг за каждый день просрочки. Но, несмотря на повышенную сумму неустойки, она в 3 раза больше, чем неустойка по договорам купли-продажи, которая составляет 1%, здесь есть один важный нюанс. Неустойка не может превышать стоимость работ, оказания услуг, либо стоимость конкретного этапа выполнения работ, если эти этапы были договором установлены. Соответственно, если в отношениях из договора купли-продажи мы можем получить неустойку значительно выше, чем стоимость купленного товара, здесь же мы всегда ограничены стоимостью договора. И вот здесь опять же я хочу обратиться к моменту надлежащей фиксации всех условий, потому что законодатель, ограничив максимальную сумму неустойки, не указывает на то, что нельзя взыскать неустойку за каждое отдельное нарушение. То есть здесь вы можете требовать выплаты неустойки за нарушение срока начала работ, если таковое было, за нарушение срока окончания работ, за нарушение срока удовлетворения ваших требований в части соразмерного уменьшения цены работы оказания услуги. Поэтому помни о том, что неустойка здесь не может быть выше стоимости договора, не следует забывать, что этих неустоек может быть несколько. Что же делать, если работа выполнена, услуга оказана, но сделано это некачественно? Здесь ситуация практически аналогична ситуации с договорами купли-продажи. Также имеет место понятие существенного недостатка, но есть свои определенные нюансы. В частности, вы столкнулись с тем, что услуга или работы выполнены некачественно. Они вас, в принципе, не устраивают. Если эти недостатки не являются существенными, ну, здесь стоит напомнить, что есть существенный недостаток, да, это недостаток, который возникает вновь, не может быть устранен, или его устранение является нецелесообразным, поскольку составляет, исходя из практики, более половины стоимости договора. Вот, соответственно, если этих условий у нас
нет, то мы можем потребовать от исполнителя устранить выявленные недостатки. Можно, если это недостатки не такие страшные для вас, не сильно влияющие на возможность дальнейшей эксплуатации, либо вы готовы с ними смириться, можно опять же потребовать уменьшения цены договора. То есть, когда вы с контрагентом определяете, что недостатки имеют место быть, но для их компенсации ваш контрагент либо возвращает вам определенный процент от стоимости договора на оказание услуг выполнения работ, либо же, если вы в полном объеме не заплатили за оказанные услуги, выполненные работы, вы какую-то сумму не доплачиваете, либо не доплачиваете ее полностью. Это опять же компромиссный вариант, где в первую очередь необходимо общение, но общение, опять же, повторюсь, в виде претензионной работы. Когда все ваши предложения ваших контрагентов зафиксированы именно на бумажном носителе. Также вы можете, если не доверяете контрагенту, увидели, что работы оказывает он на самом деле плохо, вы можете обратиться к третьим лицам для того, чтобы эти недостатки устранить. Здесь, опять же, порядок действий аналогичен порядку действий, когда вы обращаетесь к третьим лицам при завершении срока выполнения работ. То есть нужна фиксация состояния объекта выполнения работ, оказания услуг. То есть в данном случае это важно в каких пунктах. Это важно зафиксировать в части объема выполненных работ, в части наличия недостатков и в части того, какова же будет смета для устранения данных недостатков. И здесь же хочу обратить внимание, что здесь помимо стоимости самого устранения недостатками третьих лиц, помимо стоимости их работ, здесь будет отдельный пункт расходов, которые вы оплатите третьим лицам. Это работы по демонтажу в том объеме, который необходим. Соответственно, в случае, если вы выбираете путь устранения недостатков третьими лицами, помимо того, что вы все зафиксировали в соответствующих актах, составили смету, заключили договор с этими третьими лицами, зафиксировали момент оплаты, передачи денежных средств, вот после этого вам необходимо обратиться к вашему контрагенту, к лицу, который первоначально выполнял работу либо оказывал услуги, для того, чтобы потребовать возмещения данной суммы. Потому что, само собой, при наличии недостатков, которые возникли по вине исполнителя, вы ни в коем случае не должны возлагать расходы на устранение этих недостатков на себя. В данной части это позиция зафиксирована законодательством, и у вас есть такая возможность. Бывают ситуации, когда в силу определенных причин невозможно устранение недостатков, и требуется изготовление новой вещи. Это требование вы также можете заявить исполнителю, вашему контрагенту. Ну, здесь ситуации не такие распространенные, это может быть связано с изготовлением конкретной определенной вещи, которую по каким-то причинам невозможно изменить, исправить, и требуется именно восстановление ее полностью с нуля.
Соответственно, если этот недостаток, мы пока говорим о недостатках выполненных работ, которые не являются существенными, если этот недостаток не был устранен, то уже в этом случае вы можете обратиться к вашему контрагенту с требованием о расторжении договора и возврате всех уплаченных денежных средств. Вот опять же, я всегда говорю о необходимости надлежащей фиксации ваших действий, надлежащего выполнения досудебного регулирования спора. И именно здесь, на примере данной области, можно понять, насколько это важно. Ну, условно говоря, обратились вы к организации, которая взяла обязательство сделать ремонт, ну, скажем, одной комнаты. Зафиксировали в договоре о том, что именно организация будет делать. Ну, пусть будет это капитальный ремонт с заменой всех коммуникаций, то есть в данном случае коммуникация для комнаты будет та же самая электропроводка, заменой полов, поклейки обоев, установки натяжных потолков. Организация выполнила данные работы, вы пришли на приемку и видите, что и обои поклеены немножко не так, не стык в стык рисунок в некоторых местах не сочетается. И стены вроде как не сильно ровно сделаны, со шпатлевкой и немножко ошиблись, не доделали. И есть щели между стеной и ламинатом, которые значительно больше технологических, и плинтуса установлены не сильно ровно. Ну, то есть, как это обычно бывает при подобных ремонтах, вроде и недостатков много, но все они не сильно большие, и являются ли они существенными, это один большой вопрос. Поэтому, не желая тратить деньги на проведение экспертизы для определения существенности этих недостатков, вы направляете претензию исполнителю с требованием устранить выявленные недостатки. Претензию направляете, как это полагается, заказным письмом, либо вручаете лично, себе оставляете копию претензии, подтверждающую либо записью, либо чек об отправлении о том, что вы претензию направили. Даете исполнителю срок на устранение недостатков, разумный срок. Но об этом мы чуть позднее коснемся. То есть срок, который достаточен для их устранения. И в ответ получаете тишину. Время идет, исполнитель не желает недостатки устранять. Ну и, в общем-то, у вас возникает ощущение, что вам с этими недостатками дальше-то и жить придется. И вот здесь, поскольку вы надлежащим образом обратились к исполнителю, направили претензию, предложили эти недостатки устранить, несмотря на то, что недостатки существенными не являются, вы имеете право обращаться к исполнителю, к вашему контрагенту, ну, опять же, уже с новой претензией, в которой вы требуете расторжения договора оказания услуг, поскольку ваши требования об устранении недостатков исполнены не были. И уже в этом случае вы будете говорить не только о том, что вы можете получить какую-то небольшую сумму за устранение этих недостатков, а о том, что вы в целом имеете право на расторжение договора оказания услуг и получение значительно больших денег, а именно той суммы, которую вы по этому договору заплатили. Соответственно, разница
достаточно велика, а для того, чтобы ее получить, вам всего лишь необходимо правильно направить претензию, соблюсти все небольшие нюансы и в итоге получить то, что вы на самом деле хотели, потому что в случае расторжения договора, оказания услуг, получения всех денег, вы имеете право уже обратиться к иному исполнителю, устранить либо все эти недостатки, либо же полностью сделать заново ремонт. Но опять же, повторюсь, необходима фиксация всех этапов вашего общения или попыток вашего общения. Пусть оно будет односторонним, если контрагент не отвечает. Но что же делать, если недостаток существенный? Здесь на самом деле все просто. При наличии существенного недостатка вы имеете право потребовать расторжения договора непосредственно сразу же, как только вы этот недостаток увидели. Не нужно заявлять каких-либо промежуточных требований об устранении недостатков, о соразмерном уменьшении цены работы. То есть здесь все достаточно просто. Недостаток существенный, соответственно, мы уже можем сразу направлять претензию о расторжении договора оказания услуг. Ну и требовать, соответственно, возврата всех уплаченных денежных средств. Ну и в дальнейшем при наличии неустойки, убытков, компенсации морального вреда. Когда же мы эти требования по недостаткам можем заявлять? И вот здесь мы опять же возвращаемся к тому моменту, который мы уже обсуждали, это гарантийные сроки. Ситуация аналогична с договорами купли-продажи. Если гарантийный срок установлен и недостаток был выявлен в течение гарантийного срока, то в этом случае вы просто обращаетесь к исполнителю, и уже исполнитель должен доказывать причины возникновения данного недостатка. То есть недостаток является производственным вследствие его ошибки, либо же недостаток приобретенный, возникший после передачи вам результата оказания работы или услуг, и возник по вашей вине. То есть в этом случае вы доказывать ничего не должны. Если же гарантийный срок не установлен, такое, к слову, тоже бывает, либо же гарантийный срок установлен, составляет менее 2 лет, и недостаток был выявлен по истечению гарантийного срока, но в пределах 2 лет, в этом случае вы должны представить доказательства, что недостаток является производственным, возникшим не по вашей вине. Здесь могут послужить такими доказательствами заключение специалиста, заключение эксперта, то есть квалифицированное мнение лица, имеющего специальное познание в данной области, зафиксированное на бумажном носителе в виде какого-либо заключения, акта осмотра, либо иного документа с подписями, печатями данного лица. Здесь же мы можем еще коснуться отдельных моментов, связанных с выполнением договора оказания услуг, либо выполнения работ, связанных с таким моментом в данной области, как изготовление чего-либо на заказ. То есть, как уже говорил, это могут быть предметы одежды, это могут быть предметы мебели, это могут быть даже установка тех же самых окон, остекление балконов, то есть всего того, что требует изготовления по индивидуальным размерам и связано именно не с работой конвейерной, массовой,
когда вот заказ выполняется именно для вас. Какой же здесь нюанс есть? Мы опять же обращаем внимание на заключенный договор, потому что именно в договоре должны быть зафиксированы все имеющие значения линейные размеры, либо количественные, в зависимости от того, что вы хотите, какой предмет у заключенного договора. То есть, ну, опять же, чтобы было понятно, давайте возьмем изготовление предмета мебели, ну, такой, как, скажем, изготовление кухни под заказ. То есть та область, которая весьма и весьма дорогостоящая, и ввиду большого объема предметов мебели в виде шкафчиков, столов, необходимости зачастую установки встроенной техники, вытяжки, именно в этой области зачастую бывают определенные проблемы. Здесь в первую очередь рекомендую никогда самостоятельно не давать размеры или осуществлять замеры для исполнителя. Вы не являетесь специалистами, легко можете допустить ошибку, которая в дальнейшем ляжет опять же на ваши плечи. Поэтому очень важным моментом будет то, что все необходимые замеры осуществляет именно исполнитель. Вы лишь согласовываете эскизы, согласовываете внешний вид готового изделия, расстановку шкафчиков, расстановку техники, установку мойки, каким образом это все будет осуществляться, где будет и как будет идти столешница. Но все линейные размеры должны быть на совести изготовителя, исполнителя. И вот тут возникает важный момент. Когда наша с вами кухня будет готова, и исполнитель-изготовитель приступит к установке, опять же, здесь тоже есть свой нюанс. Намного лучше, чтобы установку осуществлял именно тот же контрагент, который изготавливал в данном случае данную кухню, чтобы в дальнейшем избежать претензий и ссылок на то, что виноват именно сборщик. Либо вы, если вы сами, допустим, эту кухню собирали. И вот когда все готово, кухня начинает устанавливаться, собираться, шкафчики начинают вешаться, зачастую мы сталкиваемся с тем, что где-то либо при изначальном замере не угадали, ошиблись, записали лишнего, либо же особенности самого помещения, где эта кухня будет устанавливаться, не позволяет установить ту же самую вытяжку так, как это запланировано, потому что вентиляция находится с одной стороны, вытяжка по схеме находится в противоположной, тянуть это все невозможно. И вот здесь мы касаемся того, что в случае, если исполнитель выполнил работу с отступлений от условий заключенного договора, шкафчики сделал чуть выше или чуть ниже, столешница длиннее, чем она должна быть, количество фасадов не совпадает, вместо стекла поставлена, опять же, поставлена деревянная дверца, полочки не соответствуют. Вы вправе как потребовать устранить недостатки за счет исполнителя-изготовителя, так и отказаться от данного договора, потребовать возврата уплаченных вами денег, ну а этот предмет мебели уже останется непосредственно исполнителю-изготовителю, и он вправе им самостоятельно распоряжаться. Здесь же мы можем коснуться еще одного нюанса.
На сегодняшний день есть два основных подхода к заключению договора оказания услуг выполнения работ со стороны исполнителя, со стороны вашего контрагента. Первый подход самый простой и самый выигрышный для вас. Это когда исполнитель-изготовитель заключает договор и указывает в нем общую стоимость работ оказания услуг, не разделяя ее на этапы. Почему этот вариант выгоден для вас? Потому что здесь вы всегда будете отталкиваться именно от стоимости этого договора, и те же самые неустойки, которые могут быть рассчитаны, они будут рассчитываться непосредственно от этой стоимости. Второй подход, он более правильный и направлен в большей степени на защиту ваших контрагентов, то есть исполнителей по договору. Он связан с указанием этапов выполнения работ, то есть когда помимо общей стоимости договора указываются определенные этапы ее выполнения. То есть если мы коснемся договоров, связанных с выполнением ремонта жилого помещения, тогда здесь могут быть либо этапы, как черновая отделка, чистовая отделка, либо же конкретные этапы настилка полов, поклейка обоев, выравнивание стен, установка натяжных потолков. Ну и, соответственно, в этом случае, если вы видите, что недостаток имеется на тех же самых натяжных потолках, то и в ваших требованиях вы будете ограничены именно этими натяжными потолками, и неустойка не может быть больше, чем стоимость этого этапа. Касаемо изготовления предметов мебели под заказ, здесь могут быть этапы разделены на конкретные объекты мебели. То есть, если это изготовление кухни под заказ, то могут быть исполнителем разделены этапы изготовления на каждый шкафчик. То есть, в общем заказе, который составляет кухню, идет деление на конкретные объекты. То есть, подвесной шкафчик 1, 2, 3, столешница с мойкой и шкафы для, опять же, хранения отдельно посуды, отдельно шкафы, которые связаны с установкой встроенной техники, посудомоечных машин, варочных панелей. И то есть здесь, опять же, в случае возникновения претензий, вы будете ограничены именно конкретно одним этапом работы. Понятно, что для потребителя лучше, когда этапы не разделены. В этом случае вы, опять же, будете более надежно защищены от каких-либо негативных действий со стороны исполнителя, в том плане, что ваш контрагент будет понимать, что в случае, если он допустит какие-либо нарушения, недостатки, он будет нести ответственность материальную значительно выше от стоимости всей договора, чем конкретно по определенному объекту. То есть и здесь мы можем коснуться того, что если мы говорим о той же самой кухне, то при большой стоимости всего заказа неустойка за недостатки одного шкафчика может быть настолько несущественной, что ваш контрагент и не будет стремиться к тому, чтобы этот недостаток устранять, и, в общем-то, оставит вас один на один с этой проблемой, отправив вас в суд, и тех финансовых и временных затрат, которые вы понесете, может на самом деле быть значительно больше, чем то, что вы получите в результате. Здесь же, касаясь кухни,
можно вспомнить ситуацию из практики, когда клиенты заказывали комплект верхних и нижних шкафов на кухню общей стоимостью порядка 200 тысяч рублей. И контрагент, исполнитель, не разделил стоимость отдельных этапов, стоимость отдельных предметов мебели. И когда работа была выполнена, были выявлены недостатки на фасаде одного из шкафчиков. Не самый дорогой элемент этого заказа, тем более, что замена осуществляется элементарно заменой одного фасада. Но по каким-то причинам контрагент не стал стремиться к устранению этих недостатков. Сначала обещал, опять же, классически, никто надлежащим образом претензий не оформлял. Все это делалось устно, в переписке по телефону с работниками данного ИП. Но в конце концов дошли до того, что контрагент не желает устранять недостатки, на сообщение не отвечает, подготовили претензию, направили ее, ответ на нее также не получили, и возникла необходимость выхода в суд. И так вот, здесь, в этой ситуации, в ходе судебных заседаний установили, что стоимость самого шкафчика в целом составляет порядка 19 тысяч рублей. То есть замена фасада, то есть фасад этой его дверцы составила бы даже менее чем половина этой суммы. Но поскольку надлежащим образом исполнитель не выполнил требования потребителя, с него была взыскана неустойка. Неустойка составила стоимость всей этой кухни, все эти 200 тысяч. Я думаю, что в дальнейшем данный предприниматель уже подобных действий, подобных ошибок допускать не будет и надлежащим образом выполнит все свои обязательства перед клиентами. А соответственно, мои клиенты были достаточно рады тому, что они получили, потому что их проблема именно до обращения в суд порядка года не решалась. Компенсацию они получили достойную. Все, что касается недостатков, я думаю, мы охватили, поэтому можем переходить к неустойке, которой мы уже начали касаться. По неустойке здесь есть, опять же, свои нюансы. Неустойка начинает течь с момента нарушения обязательств, нарушения ваших прав, в зависимости от того, какую именно неустойку, за что мы ее заявляем. И давайте эти ситуации рассмотрим. Неустойка за нарушение срока начала работ или нарушение срока окончания работ начинает течь со дня следующего за той датой, которая установлена в договоре. Если у нас работы должны начаться 1 числа, они не начались, то со 2 числа данного месяца до момента начала этих работ неустойку можно исчислять. Соответственно, если работы должны быть окончены 1 числа месяца, то в случае, если контрагент не успел, со 2 числа данного месяца и до момента окончания работ неустойка также будет исчисляться. Неустойка, связанная с отдельными требованиями потребителей, такими как уменьшение цены работы, оказания услуги, устранение, возмещение стоимости устранения недостатков третьими лицами, исчисляется на 11-й день после заявления данного требования. То есть мы заявляем соответствующее требование в виде претензии, у контрагента есть 10 дней на то, чтобы ваше требование удовлетворить.
Если он этого не делает, то с 11 дня можно рассчитывать неустойку. Соответственно, если неустойка заявлена за неустранение недостатков, тогда мы должны исходить из чуть больших нюансов и из более глубокого анализа ситуации. Когда мы выявили недостатки и устанавливаем срок для их устранения, следует помнить, что данный срок должен быть разумным. То есть объективно следует понимать, что того количества дней, того периода времени, которое вы даете вашему контрагенту на устранение недостатков, должно быть достаточно для того, чтобы соответствующие работы выполнить. Здесь необходимо соотносить и объем недостатков и возможности его устранения, и непосредственно изначальные условия договора, на каких условиях он заключался. То есть, если договор на выполнение каких-то ремонтных работ в жилом помещении заключен на выполнение этих работ в период, допустим, месяца, а недостатки, выявленные по окончании работ, не являются существенными и, как я уже говорил, обычно касаются многих мелочей, то здесь, в зависимости от объема недостатков, разумным сроком будет считаться и 7-дневный срок. Если недостатков много, то это может быть 14-дневный срок. Если же мы объективно понимаем, что изначально договор заключался на выполнение работ в течение значительного периода времени, 3 месяцев, полугода, может быть года, бывает же и строительство домов, которые также попадают под данные правоотношения, но строительство домов именно частных, не МКД, не строительство домов по договору долевого участия, то в этом случае надо понимать, что если период выполнения работы изначально был весьма и весьма большим, то те же самые 7 дней на устранение недостатков не всегда могут быть разумными сроками. Поэтому здесь необходимо сохранить баланс ваших интересов в части того, что вы желаете устранения недостатков как можно быстрее, так и интересов и возможностей вашего контрагента. Ну и, соответственно, если вы установили контрагенту разумный срок для устранения недостатков, контрагент не исполнил ваши требования за установленный период времени, то с момента его окончания вы имеете право требовать неустойку. И вот здесь же, опять же, хотелось бы отметить один важный момент. Зачастую потребители не соблюдают баланс интересов в свою пользу. То есть, каким образом это осуществляется? Условно говоря, работа выполнялась в течение месяца, и они заявляют требования об устранении недостатков в течение 30 дней. Да, несомненно, срок определенно достаточный будет для контрагента для того, чтобы устранить все выявленные недостатки. Но, как практика показывает, уже на половине этого срока потребитель зачастую видит, что работы не выполняются, недостатки не устранены, его это все начинает раздражать, хочется заявить уже иные требования, но сделать этого не получится, потому что своим первоначальным письмом, своей первоначальной претензией потребитель дал возможность своему контрагенту выполнить требования в тот период времени, который был зафиксирован.
Поэтому приходится ждать. И опять же, это потери и вашего времени, и невозможность взыскания неустойки. А в случае, если контрагент даже за этот срок не выполнит заявленные требования, недостатки не устранит, ну это то время, которое впустую прошло для вас. Поэтому здесь необходимо понимать, что надо максимально объективно подходить к вопросу установления сроков, и лучше ошибиться в меньшую сторону, то есть установить срок меньший, чем давать возможность длительный период времени вашему контрагенту либо бездействовать, либо устранять недостаток в таком вялотекущем виде. Вот. Соответственно, неустойку мы тоже рассмотрели и касаемся еще одной важной ситуации, которая возникает, по которой и возникают зачастую вопросы. Это отказ от договора оказания услуг, от договора выполнения работ. Что это такое? Когда это возникает? Какие последствия могут быть? Заключили мы договор на выполнение определенных работ, внесли денежные средства в полном объеме, либо частично, соответственно, выполнили условия договора. И по истечению некоторого периода времени с момента заключения этого договора мы понимаем, что не нужна нам эта работа, не нужна нам эта услуга, либо потому что она нам просто уже не нужна, поменялись вкусы, поменялись идеи, поменялись желания, либо понимаем, что не получается финансово. Изменились какие-то личные обстоятельства, может быть, все-таки объективно какие-то моменты произошли, то есть у нас меняется экономическая обстановка. И сталкиваемся с тем, что деньги заплачены, договор заключен, работы, может быть, начались, может быть, не начались, мы это еще не знаем. Но вот не хотим мы дальше получать результат договора на оказание услуг, выполнение работ. Мы можем от него отказаться в любой момент. Неважно, только мы его заключили, либо же уже близится дата завершения вашего заказа. Ваше право на отказ от данного договора, безусловно, оно у вас неотъемлемо. Но всегда есть важный нюанс. В этой ситуации, поскольку отказ происходит по вашей инициативе, то есть контрагент все выполняет, недостатков не допускает, сроки не нарушает, то в этом случае вы обязаны возместить те расходы, которые исполнитель понес на изготовление вашего заказа, на выполнение работ. То есть здесь надо объективно понимать, что в случае отказа от исполнения договора вы потеряете определенную сумму денег. Понять, какую именно сумму денег вы потеряете, в зависимости от способа заключения договора, конечно, можно. То есть, если мы заключили договор, в котором все этапы прописаны, то вы можете понимать, что на сегодняшний день выполнены определенные этапы, которые стоят такую-то сумму. И, соответственно, вы готовы пожертвовать этой суммой, чтобы не нести дальше больших расходов по этому договору. Если же этапы хода работ нигде не прописаны, то уже в этом случае вам необходимо максимально быстро фиксировать ваше желание на отказ от исполнения договора,
и пытаться установить, на каком этапе находится, в общем-то, исполнение работ. Какие расходы понес исполнитель для того, чтобы выполнить ваш заказ. Опять же, это тот момент, который связан с необходимостью достижения определенных компромиссов между вами и вашим контрагентом, но не всегда исполнители действуют добросовестно. То есть на практике бывают ситуации, когда от договора вы решили отказаться либо в день его заключения, после его заключения, либо на следующий день, либо в ближайшее время после его заключения. А контрагент вам заявляет, что ну что вы, мы уже практически все условия договора выполнили, весь заказ практически готов, понесли расходы, сопоставимые с ценой договора, поэтому извините, мы вам можем вернуть только вот там какой-то несущественный процент от его стоимости. Поэтому здесь необходимо, опять же, вам как можно быстрее, надлежащим образом фиксировать ваше желание направлением соответствующего заявления либо претензии. Если к компромиссу не получается прийти, то дело уже явно будет уходить в суд. И при том, что вполне вероятно, что в суд будет выходить либо ваш контрагент, если особенно была внесена определенная предоплата, не вся стоимость договора, либо же вы, если вы внесли большую сумму денег, либо полностью оплатили услуги по договору, а ваше желание расторжения договора возникло буквально на следующий день после его заключения, и вы понимаете, что оставить исполнителю всю сумму оплаченную, это нецелесообразно, ну и в целом вас не устраивает подобный расклад событий. И вот здесь законодатель предусмотрел защиту потребителей от недобросовестных контрагентов, от недобросовестных исполнителей. В данной ситуации именно исполнитель, именно ваш контрагент должен представить доказательства того, что на дату направления вами заявления о расторжении договора им понесены определенные расходы. И вот здесь для того, чтобы было более понятно, можно коснуться достаточно свежей судебной практики, связанной с установкой оконных конструкций пластиковых окон. Ситуация банальная. На сегодняшний день имеются организации, которые осуществляют так называемые холодные звонки, либо же в целом ходят по квартирам и предлагают заменить окна, потому что они действуют по госпрограмме, сделают это все с большими скидками, а окна у вас дома уже вот-вот да вывалятся вниз, упадут на прохожих, на машины, и вы понесете такие расходы, что дешевле будет обратиться к ним сейчас, чем потом еще и садиться в тюрьму за то, что кого-то эти окна могут убить. Зачастую жертвами, а иначе я сказать не могу, данных лиц являются все-таки люди пожилого возраста. И вот возникает ситуация. Аналогичным образом к пожилой женщине приходят эти установщики окон, указывают на то, что все у нее плохо, окна надо менять, а у них скидки для пенсионеров, госпрограмма, господдержка, и будет все это стоить сущие копейки, заключают с ней договор. Здесь следует отметить, что в большинстве случаев сроки исполнения обязательств по этому договору у них достаточно большие, то есть порядка 30 рабочих дней, 45 рабочих дней. Подписала пенсионерка данный договор, они ушли, вечером
приходит к ней сын, она ему рассказывает, как все у нее плохо с окнами, показывает вот свой экземпляр договора, ну и сын-то ей говорит, что мама, ну, на самом-то деле все не так плохо, и окна-то хорошие, и люди, которые к тебе приходили, тебя ввели в заблуждение. Что они делают? В этот же день составляют заявление об отказе дальнейшего исполнения договора и направляют его контрагенту, вот этим вот самым исполнителям. Ну, опять же, забыл уточнить, но денежные средства она, естественно, внесла сразу же при заключении договора в полном объеме. Им приходит ответ, что извините, денежные средства вернуть вам не можем, потому что окна по вашему заказу уже изготовлены, окна изготовлены индивидуально по вашим замерам, поэтому мы понесли расходы в виде стоимости всего договора на их изготовление. Ну и, в общем-то, вы можете отказаться, но денег мы вам не вернем. Окна можете забрать у нас со склада, адрес такой-то, сроки такие-то. Естественно, такое положение вещей никого не устраивает. В суде было дело рассмотрено, к чему пришел суд, что было установлено. Позиция контрагентов, позиция исполнителей, которые изготавливали эти окна, в суде поддержки не нашла, потому что объективно изготовить необходимые окна по индивидуальным размерам за срок менее чем 1 день не представляется возможным. Соответствующих документов, которые могли бы подтвердить факт изготовления, но исполнитель также не представил. Соответственно, вся сумма, уплаченная по договору, именно вся, потому что иных расходов исполнитель не понес, доказательств не представил, вся сумма была взыскана в пользу потребителя, ну, включая неустойки, штрафные санкции, компенсацию морального вреда. Аналогичная позиция у судов имеется и когда ваш отказ был осуществлен спустя небольшой период времени после момента заключения договора. Потому что зачастую, если это не изготовление каких-либо уникальных изделий, сразу же моментально сегодня-завтра никто ваш заказ не направляет. Потому что будь то те же самые изготовители окон или изготовители мебель, зачастую они, устанавливая большой срок исполнения работы в договоре, аккумулируют определенный объем заказов для того, чтобы получить скидки у заводов-изготовителей. И ваши заказы достаточно длительный период времени висят в обработке на стадии ожидания иных для того, чтобы их всех вместе объединить и отправить. В случае же, если все-таки произошла та ситуация, что вы решили отказаться от договора оказания услуг выполнения работ, но, объективно говоря, исполнитель, ваш контрагент выполнил определенные действия на исполнение обязательств по договору, то есть что-то сделал, что-то закупил, какие-то материалы именно для вас, или уже из купленных материалов начал изготавливать для вас заказанную вещь, то здесь надо, естественно, быть готовыми к тому, что в полном объеме вам стоимость услуг по договору никто не вернет. Ну и, соответственно, в случае, если это расходы объективные, то и в дальнейшем, в том числе и в суде, вы поддержки не найдете. Требования будут рассмотрены объективно и в том объеме, который именно необходимо для возмещения расходов вашего контрагента. Отдельно в этой области
можно коснуться область, которая получила большое распространение. Это область, которая максимально актуальна для девушек. Услуги по маникюру, услуги различных парикмахеров, стилистов. Наиболее сложные, наверное, являются в работе и в дальнейшем доказывании. Поскольку, если мы касаемся услуг сферы красоты, то здесь как таковых договоров в письменном виде, фиксировавших бы все обязательства, весь необходимый объем выполненных работ и результат нет и быть-то в принципе не может. Будь то это окрашивание волос или какие-то нанесение какого-либо макияжа, который не устроил в дальнейшем. В части претензионной работы, в части защиты в суде, они вызывают отдельные сложности, поэтому максимально могу вам посоветовать фиксировать ваши желания в виде переписки. То есть, если вы записываетесь к какому-либо специалисту, особенно если вы к этому специалисту ранее не обращались, то, естественно, лучше заблаговременно в переписке с данным мастером зафиксировать ваши желания, ваши цели, может быть, с предоставлением каких-либо фотографий желаемого результата, для того, чтобы в дальнейшем, если работа не будет вас удовлетворять по качеству, по, опять же, результату, которого мастер добилась, вы могли заявить соответствующие претензии. Также здесь не следует пренебрегать возможностью привлечения свидетелей. То есть, если в какой-либо салон вы идете с вашими друзьями, знакомыми, подругами, может быть, родственниками, ну, соответственно, если этот человек присутствовал при моменте, когда вы мастеру доводили все необходимые ваши пожелания, то, естественно, данный человек может в дальнейшем быть привлечен к участию в деле в качестве свидетеля, и его показания в какой-то степени могут дать возможность вам получить определенные компенсации. Но, повторюсь, данная сфера весьма и весьма сложная, сложная для доказывания, сложная, опять же, в том числе и потому, что большое влияние здесь имеет субъективный взгляд на достигнутый результат. Поэтому здесь каким-то образом на 100% себя обезопасить, ну, к сожалению, не получается. Все, что касается сферы медицинских услуг, все немножко сложнее, но уже по иным причинам. Здесь же, если у вас есть какие-либо опасения в том, что при оказании медицинских услуг будут сложности с доказыванием причин и последствий каких-то негативных результатов, здесь рекомендую максимально четко, максимально подробно фиксировать все промежуточные этапы. Если делаются какие-то выписки, то эти выписки фиксировать хотя бы фотосъемкой. Это выписки могут быть в медицинских картах, потому что не всегда уже после возникновения конфликтной ситуации получается истребовать в полном объеме все документы, а если и получается, то возможно внесение исправлений, изменений, которые повлияют на ход дела.
То есть на сегодняшний день это также одна из отраслей в части договоров оказания услуг, которая представляет, опять же, определенные сложности и к которой надо подходить достаточно внимательно. Потому что есть большая вероятность, что в случае негативного развития событий, в принципе, можно и не то, что не получить каких-либо компенсаций, но и не добиться того, чего вы хотели изначально.